Всем привет! Вы на канале Барбара, канал обо всем. И меня зовут Варвара. И сегодня я буду делать распаковочку вот этого моего богатства. Я шпион. Ладно, я буду распаковывать все вот это. Я уже это распаковала и даже в этих дневничках порисовала, так как вот этот дневничок, я купила его 2 недели назад, уже его почти весь зарисовала. Вот этот я купила вчера, ну вот этот вот. Это 2 недели назад, а этот вчера. Я тоже там нарисовала пару анкет. Это ежедневник я тоже пишу уже с год, так как у нас сейчас не начало года, я не могу начать писать, поэтому у нас вот. Он уже начался. Поэтому вчера я еще купила вот эти вот 2 книги. Ежедневник тоже купила вчера и пару дней уже заполнила. Вот тут. И еще тетрадку Гарри Поттера тоже мне пришла вчера. Я купила это все. Кроме вот этого ежедневника, я купила на буке и вот этой тетрадки. Так вот, сейчас я вам покажу эту всю канцелярию вблизи. Для начала я вам покажу вот эту вот стопочку дневничков. Начнем мы даже не с этого ежедневника, а с этих книг. Книги я вам не буду показывать подробно. Вот это вот такие вот книжечки. Такие вот книжки: «Путешествие к центру Земли» Жюль Верн и «Жюль Верн. Юный путешественник». Я себе покупала. Ладно, книги вам не очень интересны, если что, вы посмотрите там где-нибудь. Вот. Мне очень понравились эти обложки. Меньше всего понравились, конечно, картинки на этих обложках. Откладываем туда, где они лежали. Дальше я вам покажу самое главное. Кстати, тетрадку я вам уже показала, тоже ее тоже. Тетрадь для нот Гарри Поттера. Хи-хи-хи-хи. Мне больше всего нравится фотка и вот эти вот стикеры. Жаль, это не наклейки. И надпись. Тут вот такие вот рисуночки. Я тут тоже написала произведение «Вот мы идем», домашка по сольфеджио. И, кстати, еще тут есть разные надписи. Например, «Музыка покажет человеку тело можете величия, которое есть в его душе». И еще разные картинки. Можешь подумать, что тут какое-то тайное произведение написано. Вот тут всякие разные надписи почти на каждой страничке. Рисунки тоже на каждой. Вот. А вот тут вот у нас типа такие схемы, чтобы учитель не рисовал, тут посмотрел и сразу все понял. Но это для музыканта. Те, кто не музыкант, не поймут, что тут написано, но я понимаю, я это уже проходила. Зачем же мне нужна тетрадь? Теперь подробно я вам покажу мое вот это богатство. Эти 3 дневничка. Это я буду вести в следующем году, хотя там уже пару чисел сделано. Это не год, не годный дневник, ну как, не годовой, как вот эти 2. Не 365 дней. А он просто уютно читательский дневник. Для начала я покажу вам вот этот дневничок. Я вам сейчас покажу его на ускоренный. Вот так вот он выглядит снаружи. Вот такой вот. Вот такие вот красивые страничками, инструкции. Это похоже на адвент-календарь. Очень. В следующем году, возможно, я буду его вести с вами, показывать, как можно нарисовать тут странички. Сейчас я вам покажу его на ускоренной, и вы увидите, как это выглядит. Поехали! Вот я вам показала вот такой вот миленький дневничочек. 365 дней, ежедневник, подчеркушек и заметок. Убираем его. И теперь я вам покажу не на ускоренный, уютный читательский дневник. И что вам сделаю шот с этого дневника.
Потому что мало кто любит читать. И вообще, может, этот канал мальчики смотрят, просто видео пропустят. Пропускайте, не больно нужны вы. Я же для девчачьей делаю. Вот смотрите, я вам сейчас тут коротко покажу. Тут обо мне, какой бы могла быть книга обо мне. Я плюс генерал любовь. Мои самые любимые, черный список. Тут книжный календарь, книжный челлендж. Такие еще книги. Еще тут авторы, тут мы пишем заметочки. Еще тут у нас книги, которые мы нужно вернуть и которые я одолжила. Я ни разу ни у кого не брала книги, редко. Вот еще автора, это когда ты пишешь про книги, которые тебе понравились. Тут книжные раскрасочки, вот такое вот все. Мои списки, 5 самых уютных, 5 самых трогательных. Также и кино, непонятно почему-то кино. Любимые цитаты, наклеечки, мне очень нравится наклеечка, особенно вот эта ведьмочка. Теперь тут мы цитаты пишем, у меня нет цитат, тут гадаю на книге. Люблю такие штуки. Тут всякие рецептики, даже парочку есть. Мои любимые стихотворения. Так много книг, так мало времени, конечно, у меня мало времени. Дальше мы рассказываем про книжечки. Как их писать. Я, кстати, пользуюсь. И еще у меня тут есть еще такая, прошу не беспокоить, и путешествую в других мирах. И список для моего друга. Вот так вот. Особо-то ничего тут интересного и нет. А теперь мы побольше посмотрим на вот этот вот дневничок. Тут вот. А, кстати, забыла тут показать. Блин, убирайся давай. Вот еще вот такая вот такая вот еще красивая обложечка. Тут еще одна обложка там есть с этим же дневником. Ну, с каким-нибудь дневником. И там девочка его держит. Разные можно. Это в отделе дневники, ежедневники. Это тоже. Вот такой вот дневничочек. Вот так вот. Я вам покажу его на ускоренный. Вот такой вот год вдохновения. Мой уютный дневник. И вот тут вот с этой стороны еще вот. Вот такая вот обложка. Все, смотрите мой ускоренный. Поехали! Последний у нас это тут это ежедневник. Кстати, прошлое видео таймлапс, это было, я его снимала специально, не для видео, специально, когда я не заполнила, думала, пригодится. И вот он сейчас пригодился. Хи-хи-хи-хи, круто. Конечно, а то снимала бы сейчас, что это написала. Нетушки, спасибушки. Тут, короче, 365 дней, спокойствие, немного чуда. Это разные единорожки, как-то зовут. Кстати, тут еще сзади вот такой единорожек. Тут еще у него волшебная палочка. Вот так вот это он выглядит. Теперь смотрим. Чик. Открываем. 2022. Мой ежедневник. Варвара, 8 лет. Тут вот я как раз таки придумал год в пикселях. Это у меня он такой веселый. Радостное, вот. Продуктивного есть. Мне родители объяснили, что это мечтательного и грустного. Оно было у меня 13-го. Конечно, мне удалили аккаунт. Я нечаянно. Вот тут у меня должны написано быть дела, личное и заметки. Тут можно написать важные даты и когда они. А тут вот просто пишешь суббота, воскресенье, ну вы поняли. И тут пишешь свои события. Вот тут я уже написала много чего. Это последняя вот эта неделя, однако нет, это вообще-то на прошлую неделю. Это на прошлой неделе не заполнила. И дальше, нет еще одной недели. Тут должна была быть еще одна неделя, а только потом разгрузить мозг и февраль. Зачем тут разгрузить свой мозг? Это переход январь-февраль. Вот так. Ну, вы поняли. И все тут одинаковое, и все тут надо одинаково заполнять. А вот тут в конце уже
тут разгрузи свой мозг и самые важные моменты. И тут много разных разноцветных полосочек. Все, мы наконец-то просмотрели все то, что я купила. Теперь мы пойдем к фломастерам и светофорам, карандашам из магазинов, ручкам из обыкновенных магазинов, еще дополнительным ручкам, корректору, еще гелевой ручке, сюда ее положим. Еще одним черным карандашам неизвестно с какого магазина. Начнем. Сейчас я возьму листочек. Подожди. Так вот, сейчас мы проверим. Конечно же, проверим карандаши. Сейчас покажу, какую фирму я больше всего использую. Я использую такую фирму Берлинго. У меня и ручки Берлинго, и еще что там Берлинго. Ну, много чего Берлинго. Вот, я вот такие нашла карандашики, у меня их много. Они могут рисовать и вот так, и красненьким, и какими-то смешанными цветами, вот так вот. Мягенькие, хорошо рисуют и хорошо точатся. Мне нравится еще вот такая фирма Coloran. Или Coloran. И они вот так вот мягенько рисуют, твердые, мне нравится. И вот такие вот, вот так вот, как раз для пальцев. Удобно точить. Еще я беру вот такие вот Win Color. Двухцветные. Мне нравится вот этот карандаш. Вот такой вот голубой и бежевый. Красивые, нежные цвета. Еще мне нравятся вот такие вот. Они такие твердые и тоже яркие цвета, хорошо пишут. Вот так вот. Здесь камера передает. Да, правильно, передают. Я же вижу. Теперь я вам покажу еще вот такие карандашики. Мне не очень нравится арт-формат. Я им отдельную коробочку подобрала. Я их постоянно точу. Вот они не подточенные, ну ладно. Вот, ну возьмем свои любимые. Я возьму свои любимые цвета. Вот они вот так вот мягенько рисуют. Черные, хорошо точатся. Вообще, я не знаю, где мама их купила. Но они вот такие вот. У них очень могут быть и нежные, и яркие цвета. Вот такие вот, например. Такие же яркие, как у этого карандаша. Такой хорошие цвета вообще. Я в восторге. Так, мы эти карандашки посмотрели, откладываем их в сторонку. Посмотрим ручки. Я покажу, какими я пользуюсь повседневными ручками. Вот такой вот линер, он уже исписался, он хороший такой линер. О, он пишет, почти пишет. Вот такой вот тоненький, толщина 0,1. Он вот так вот тоненько пишет. Показала. Вот 0,25 мм, линер Pro, Graphic Art. Вот тут про него написано, чернила водостойкие, там еще что-то, что они там вообще пишут, не знаю. Вот такая вот ручка. Еще я взяла сегодня вот такую гелевую ручку Берлинго. Сейчас мы ее посмотрим. Не так написала. Ну вот она вот так вот пишет. Такая тоненькая ручка, хорошая, гелевая. Мне нравятся такие. Еще для повседневного такого я беру просто обыкновенный простой карандаш. Не знаю, где я его взяла, может в магните, может еще где-то. Нормально рисует. Ну вообще, какая разница, где я беру карандаши. Теперь у меня тут еще есть. Так, сейчас, подождите, найду. Вот, у меня есть вот такие вот маркеры. Gold. Марка, кстати, Центропен. Очень хорошая марка, я знаю ее, потому что все покупают такие маркеры, они ходят. Вот, и Silver, тоже марка Центропен. Ими вот такие маркеры можно рисовать всякие точечки, вот такие вот. Вот, или ромбики. Вот так вот рисует золотой, вот как-то так. Вот такой ромб получился. И вот так вот рисует серебряный. Его можно брать для зимних таких оформлений. Точечки, всякие снежинки, блики тоже можно им рисовать. Вот так вот, чтобы эти блики были видны. Хорошие такие фломастеры, я их пользуюсь тоже повседневно. Теперь переходим к ручкам. Я сегодня... кстати, вот еще у меня есть такой корректор, он тоже для зимних оформлений. И можно там что-то закрашивать, какие-то снежинки делать и еще что-то. Специально такой профессиональный корректор делала. Ну ладно, не профессиональный, но такого цвета, я считаю, я буду его называть профессиональным. Теперь мы посмотрим вот такие вот новые ручки. И как раз таки... Не, первым делом посмотрим основные, какие у меня есть. У меня есть вот такие вот, похожие что-то на линеры. Тут даже написано там, какой у них размер. И они пишут тоненько-тоненько, такие красивенькие.
У меня осталось только несколько цветов. Они очень дорогие и пишут тоже красиво. Даже вот этот темно-зеленый. Мне он не очень нравится. Еще у нас есть вот такие вот ручки. У меня остались только вот такие вот цвета. Они вот так вот пишут. Вот это, например, розовый ему пишет вот так вот. Удобные. Толстые. Мне нравятся. И мы еще купили такие дурацкие ручки. Они не пишут. Их осталось вот столько. Хотя они совершенно новые. Покупали несколько месяцев назад. Они должны еще писать. И они как пишут? Вот, уже вот так одна ручка пишет. Эта ручка вообще перестала писать, хотя и реже как-то пользуюсь. И зеленая тоже еле пишет. Ну, короче, вот такие вот ручки не покупайте. Так, сейчас. Кстати, у меня там на фоне кто-то шумит, музычка играет. Но если слышно, то это строители у меня там строятся. Так что не обращайте внимания. Ладно, это такое. Не знаю, где эту музыку найти. Но смешно как-то получается. Ладно, продолжим. Вот я вам показала все ручки. Еще у меня есть вот такие, но только один цвет остался. Да и то он почти не пишет. Не очень красивый, как будто черный. Еще, кстати, у меня есть такие фломастеры каракули-малякули. Их можно купить везде, и купил в Магните. Они, кстати, стираются. Это есть для этого такой белый карандаш каляка-маляка волшебный. И смотрите, он стирается. Если вы в чем-то не уверен, то можете этим цветом покрасить. Однако больше на этом поле не пишут эти фломастеры. Сейчас покажу. У него вот такой красный, да? Все, он исчезает. А вне этого поля он остается. Ну вот этот минус. Ну все, теперь посмотрим новые ручечки. Я очень ждала этого момента, поэтому я сразу, как только их купила, начала вот сейчас снимать. Вот тут вот такие вот нежные цвета, как я вижу. Такие вот. Сейчас мы попробуем ими порисовать. Берлинга ручки. Они такие блестящие, смотрите какие. Вау, я вам сейчас все цвета покажу. Эта ручка пишет вот так вот. Убираем ее. Черная ручка. Она блестящая, вы только посмотрите. Блестящая ручка. Жаль, если вы не видите. Такая желтая блестящая ручка. Классно. Тут даже какая-то серая есть. Серая. Нехорошо, кстати, пишет. Оранжевая. Прикол. Фиолетовая. Они все блестящие. Синяя ручка. Они блестят. Вообще не блестят. Я даже не знаю, как это передать. Мне больше всего голубой нравится. Он такой яркий. Сейчас попробуем еще зеленый. Яркий такой зеленый. Вообще мне голубой зеленый прям удивили. И вот розовенький. Очень красивый. Здесь камера хоть как-то передает, может. Блин, немного что-то с ней случилось с камерой. Так, ладно, вот такая вот у нас распаковочка получилась. Вот, еще вот такой вот цвет есть. Я вот тут попробовала. Я их положу в ручки. И хорошо, что я показала распаковку с этими ручками. Потому что то я бы когда еще показывала. Вот, а то через ручек хотя бы нам... Вот хорошо, теперь ручек. Еще... Осталось мне только показать фломастеры из светофора. Я вам уже, кстати, показала все ручки. Только сейчас у меня были сейчас небольшие дела, и я отошла. И сейчас буду продолжать снимать. Посмотрим мои фломастеры. Закройте глаза. Это шуршание какое-то. Та-дам! Блин, как-то не быстро уж раскрыла. Вот столько огромных, таких огромных фломастеров. Ладно, столько вот таких вот фломастеров. Кстати, вот он черный. А то помните, я в прошлом личном дневнике наводила слова. Это как раз я наводила этим черным. А можете подумать, в каком прошлом личном дневнике? Это будет следующий личный дневник. Просто я его в самом начале засняла. Еще перед этой распаковкой я его засняла. Ладно, я вам сейчас покажу, как он рисует. И как можно избавляться от пятен на белом столе.
Кстати, не будем рисовать черным, потому что, вот, смотрите, они вот так вот рисуют, они могут, ой, что же делать-то? Ладно, потом сотрем, я как раз покажу. Вот так вот еще рисуют черный. Они вот так вот тоненьким рисуют и толстеньким, вот. Я его уже очень много использовала, он уже хуже рисует. Ну вот он рисует тонким и толстым. Тут есть очень много разных цветов. Разные. Вот их еще у меня тут столько, чтобы попробовать. И я им буду постоянно рисовать. Я покупала светофор, нельзя выбрать послушные цвета, поэтому если у вас хотя бы один цвет, как, например, вот этот вот шестерка, пишет плохо, то вам придется только на Алиэкспресс его менять, если вы хотите именно поштучно. Ну ладно, вот такие вот у меня фломастеры, я не буду их много показывать. Они рисуют толстые, у них, кстати, очень яркие цвета. Также есть и нежные, но нежных очень мало, к сожалению. Ну вот я вам показала всю распаковку. Я уже, наверное, второй раз говорю. Ну ладно. Так, скажем еще раз, скажем еще раз пока, а то я как-то не поняла, как это сделать. Ой, руки. Вот очень красивая распаковка, мне все понравилось. Надеюсь, вам тоже. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, но это вообще не обязательно. Всем пока-пока.